кто бы мог подумать, что это так будет каких-то лет 10, 15, 20 тому назад. Немножко завоевал Париж. Трагический случай. Он погиб в Москве. Мы найдем большие великие таланты. Мы когда-нибудь на Каннском кинофестивале тоже отхватим главный приз. Мы будем потихоньку, писатели, поэты, уже выходить на многих языках мира. О нашем якутском кино, то я предчувствовал и знал, что наши якутские кинематографисты, якутское кино когда-нибудь поднимется. Почему? Потому что я давно заметил, что у нас очень много талантливых молодых людей. И очень много, тем более очень много талантливых, необычайно талантливых режиссеров. Ну, типа Юрия Макарова, Потапова, ну и других, Бурдашевых, там много талантливых. И вообще сами якутский народ, якуты очень талантливые люди. Почти во всех сферах, там они физика, там математика, другие там литература, поэзия, живопись, везде мы найдем большие великие таланты. Понимаете? Вот поэтому это естественно, что мы, наше кино, наш кинематограф на 3-м месте стоит в России. Представляете, на 3-м. Москва, потом Петербург, потом неожиданно мы какие-то там малочисленный народ в глубине Сибири живущий, неожиданно вылез и сказал: здравствуйте, это мы. Удивительно, что даже вот наши фильмы, да, на международных кинофестивалях получают первые главные призы. Но кто бы мог подумать, что это так будет каких-то лет 10, 15, 20 тому назад. Никому это и не снилось. Вот фильм, последний фильм, который вот получил главный приз, вот, Данилов, Альмгинский, Дмитрий Данилов, да? Ага. Это Давыдов, извиняюсь, Давыдов, ага, Дмитрий Давыдов, он же получил главный приз на Кинотавре за «Пугало» свое, «Пугало». Вот. И у него все фильмы очень интересные, очень вот. Летом он будет снимать тоже фильм какой-то музыкальный, я думаю, тоже будет иметь успех. «Нет Бога, кроме меня» он снял все фильм, да. Первый фильм, который сразу за рубежом отметили и заметили, это «Костер на ветру». Вот начиная «Костер на ветру», вот это и пошло дело. Вот он молодец. Начиналось еще, я бы сказал, были вот Семен Ермолаев наш, да, известный драматург. Вот он снимал фильмы, и вот эти фильмы, фильмы, которые вот первые самые фильмы, где-то в конце 80-х, что ли, вот они были очень интересные. Был еще друг мой, кинорежиссер Анатолий Васильев. Анатолий Васильев, который сыграл главную роль в фильме «Тайна предков» и «Банчи» из Верхневилюйска. Вот он был мой друг, очень талантливый человек, артист, режиссер, преподаватель. Вот. Мы с ним начали было вместе работать, задумали снять фильм, значит, вместе с ним, да, о Манчаре. Хотели снять фильм «Манчаре», это было в 1996 году. Нас поддержало правительство, мы поехали даже в Москву, там жили в доме, я жил, значит, Сосновый Бор такой, там есть дом отдыха. Мы там, я написал сценарий, и мы должны были снять по этому фильму фильм о Манчаре. Но, к сожалению, трагический случай.
Он погиб в Москве, когда поехал в Москву к сыну и жил в гостинице «Золотой колос». И там он погиб, его убили. И все, дальше все планы рухнули. Тем более, что это он же снял «Бейджоно». Первый мой фильм этот, как сценарист, он снял. И дальше у нас были планы, вот Манчары и так далее, много было. И все это не получилось ничего, к сожалению. Да, вот. И в кинематограф наш сейчас уже поднимается. Сами знаете, на кинофестивале в Москве позапрошлом году тоже взяли главный, не главный приз, а один из лучших призов взяли, да? Вот. О старике, который живет там на севере, одинокий старик, к нему приезжает молодой человек, да, вот этот фильм получил признание кинозрителей и киноведов, да. Вот таким образом мы на кинофестивалях берем призы, и думаю, что и дальше таким же образом мы будем, я думаю, наши киношники будут получать призы и прославятся на весь мир. А начинал-то Андрей Савич Борисов, «Тайна Чингисхана», вот с этого, он когда в Канаду поехал, вот тогда стали уже заметили, что якуты занимаются съемками фильмов. Вот. И думаю, что в перспективе мы когда-нибудь на Каннском кинофестивале тоже отхватим главный приз. Вот так. Если говорить о наших успехах за границей, то хочется, тут я вспомнил, хочется добавить о себе, что я бывал во многих странах Европы, Азии, вот в Китае был, в Японии был, в Монголии был, в общем, во многих странах. В странах Европы, если вспомнить, в Париже был 2 раза. Если говорить об этих странах, то сейчас немножко похвастаюсь тем, что я немножко завоевал Париж. А как получилось? Вот сюда приезжал, значит, французский тоже поэт Жак Каро, помните, Жак Каро, и он здесь искал талантливых людей, пишущих, искал поэтов, чтобы переводить их на французский язык. И вот он, когда уезжал уже, выбрал 2 поэтов. Он и у меня попросил тоже стихи, я ему дал. А потом, когда мы узнали, кого же он выбрал и кого перевел, оказывается, Ирину Дмитриеву и меня, Айсена Дайду. Вот, и мои стихи он перевел и напечатал в большом французском журнале, поэтическом журнале. Вот. И это была большая радость. Он, значит, привез мне, значит, этот журнал. Ага. Я был, думаю, вот меня напечатали в Париже. И далее прошло несколько лет, и вдруг я узнаю, что тоже напечатали во французском журнале, перевели мою драму «Каин и Авель». Вот я написал эту драму, и он был напечатан в журнале «Илин». А журнал «Илин» дошел до Парижа, его там, значит, получили в Сорбонне, в университете, и профессор Сорбонны, там есть одна женщина очень такая, Анн Виктория Шерер, вот она почитала, ей понравилось, и она перевела
эту мою драму и напечатал в этом журнале. Вот, как говорится, вот перевод уже моих стихов и драмы, а потом, значит, меня приглашают на конференцию, да. Позапрошлом году была в Париже конференция произведений или по русским писателям, короче, литературная, по литературе. И вот они, когда меня пригласили, они попросили у меня последнее мое произведение, спросили, что вы написали. Но я говорю, я написал роман. Роман называется «Белые лебеди по молоку». Это тайга, это вопрос экологии. И это тема взрывов атомной бомбы на Якутии. Понимаете, подземные взрывы были. Их было 13. Очень много. И первые взрывы были очень трагичные. Мне рассказывали жители, охотники, вот как мы удивлялись, они приезжают в тайгу, да, и кругом валяются мертвые рябчики, зайцы, даже сахатые, все мертвое. Это как результат взрывов атомных, подземных. Тайком взрывали, делали. И вот на эту тему я написал роман. И они взяли у меня Анна Виктория Шер, это она взяла и говорит, я буду переводить этот роман. Так что возможно, что скоро выйдет мой роман на французском языке. А до этого еще Эмилия Май, такая есть сам редактор тоже, издатель. Эмилия Май там выпустила 2 книжки, одна вот моих рассказов. Понимаете? Вот. Это рассказы туда вошли, значит, тоже на тему тайги, охоты. Вот это им нравится такая тематика. Зима. Называется «Заснеженные ели». Такая книжка, беленькая книжка «Заснеженные». Так что меня уже читают на французском. Ну, мало, конечно, но это была моя маленькая победа в Париже. Все-таки да. Вот. И так что наши, я знаю, поэты, писатели потихоньку печатаются в Англии, по-моему, ну и в других странах. Там где-то в Италии, все. Ну, в общем, мы будем потихоньку, писатели, поэты, уже выходить на многих языках мира, я так думаю. Это отрадно. Ba ba da ba 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 ba.